25 лет в этом году исполняется комплексу по улице Ленина в Абакане, сделанному в виде хакасского кургана. На воде установлен не просто так, именно в этом месте располагается один из крупнейших могильников. Историю памятника изучили наши корреспонденты. Немногие знают, проходя в центре Абакана, что с древних времен и до середины прошлого века здесь находился могильник тагарской эпохи. При застройке Абакана тысячелетние стелы снесли. Сейчас об их существовании напоминает лишь этот ансамбль. Один из немногих элементов городской архитектуры, подчеркивающих национальный колорит республиканской столицы. Как и многое в республике, город стоит на курганах. Одно из крупнейших скоплений захоронений, то есть могильник, находится в районе Нацбанка, центральной аптеки и больничного городка. Прямо по нему проложена улица Ленина. В госреестре он значится как Абаканский могильник 8. Это один из крупнейших памятников археологии в столице, а его возраст более 2000 лет. Наиболее древние захоронения, которые пока известны, это относятся к тагарской археологической культуре 8-3 века до нашей эры. Там же были исследованы Таштыкский склеп, это получается 1-5 век уже нашей эры, и захоронения до 18-19 века. То есть это большой могильник, на котором проводились погребальные обряды на протяжении более 2000 лет, практически до современного времени. Раскопки показали, в некоторых могилах 19-го, начала 20 века были захоронены люди с нательными крестиками. То есть даже приняв христианство, местное население продолжало традицию и устраивало свои кладбища на том же месте, что и предки тысячи лет назад. Все изменилось с приходом советской власти и активным строительством Абакана. Водоем, на берегу которого находился могильник, осушили и разбили там парк «Орленок». А сами камни выкорчевали и, по некоторым данным, использовали в качестве фундамента того самого дома с первой аптекой. Город активно застраивался, о сохранении древности никто не думал. Лишь в 1997 году на территории, свободной от застройки, были установлены копии окуневских стел. Все расходы взяла на себя одна из ведущих на тот период строительных компаний. На открытии композиции присутствовали первые лица республики, а само событие стало знаковым для хакасской общественности. Изготовлением изваяний занимался Айчар Ихсаин Кученов, известный ныне руководитель ансамбля «Ульгер» и талантливый скульптор, автор мемориала на Самохвале. В качестве материала он взял изербельский гранит. Вся работа заняла год. Сложность была в том, что тогда еще не было таких вот алмазных резаков там и так далее, как сегодня у нас присутствует. Мы в основном работали огнем, то есть газовой горелкой там и так далее, отшелушивали там и перфораторами уже дорезали. Еще также было у нас сделано сам улугуба там и кюзё палазы, то есть это вот ребенок получается его, да, что это переход поколений там и так далее, и место чашек, где приносили дарство, да, и также печекты кюзё, это вот дальняя, которая, да, северо-западная сторона, где изображено солнце, да, это вот изображение солнца, и написано улу худойларга ахшаянарга төр, творцам Шаянарга, да, и худойларга, то есть богам нашим төр, восхваление. Совет старейшин планировал дальнейшее восстановление святилища, известного с древних времен. Эти планы так и остались на бумаге. Ряд общественников, впрочем, продолжает рассматривать это место как единственно возможное в Абакане для проведения национальных обрядов. Тем самым они стараются продолжить дело, начатое в 90-е, с обретением Хакасии статуса республики. В восстановлении его приняли участие очень много людей. И общественных организаций, и властных структур, и в том числе много было старейшин народа. И таким образом думали, что вот это святилище по-настоящему станет народным святилищем. Оно очень древнее народное святилище. Вернуть его народу. Главная мысль. Это памятников заложена память народа. Оно выражено в такой вот окаменевшей форме, понимаете, затвердевшей форме. И через эту информацию, да, вот через эти памятники человек живет через настоящее будущее, устремленное будущее. Понимаете, в чем дело? И в таком контексте нужно понимать, что если хакасы хотят сохранить себя, то нужно сохранять себя и через свои памятники.
Перед учеными стоит задача дальнейшего изучения абаканского могильника и других следов древности. Курганы – это связь с прошлым, возможность больше узнать нашу историю. Каждый памятник археологии уникален и больше не повторится, а значит, ответственное отношение к наследию предков – не абстрактная цель, а задача государственной важности. Марина Канадакова, Антон Новожилов, Арсений Симонов. Вести Хакасия.